6 октября ученики с 1 по 6 классы начнут обучение в обычном режиме. Такое решение было принято в ходе заседания Республиканского оперативного штаба. Для возобновления учебного процесса разработан специальный алгоритм, согласно которому ежедневно будет измеряться температура учителей и детей, и в обязательном порядке будет соблюдаться масочный режим. Кроме того, учителя будут обязаны заполнять анкету с указанием состояния здоровья всех членов своей семьи. Если же в школах выявят случаи заражения коронавирусом, то будет рассматриваться вопрос о перемещении детей на дистанционное обучение. С подробностями наши корреспонденты. Родной класс, любимая парта, друзья, одноклассники и всеми любимая учительница. Так сейчас вспоминает свою школу ученик 2 класса Айколь. Он за 3/4 обучения сильно привык к своему учебному заведению и с нетерпением ждет начала традиционного обучения. А пока мальчик вместе с сестрой учится в онлайн-формате. Как признается Айколь, сейчас он иногда не успевает улавливать темы и выполнять задания. Сейчас мы учимся в онлайн-формате, из-за этого я не успеваю вовремя делать уроки, выполнять задания. Я очень жду начала учебы. Когда сидишь на уроке в школе, учитель повторно объясняет те моменты, которые ты не понял. Иногда можешь посмотреть у одноклассников, поэтому я очень хочу ходить в школу. Плюс к этому я соскучилась по ней. На данный момент только первоклашки учатся в школах, но с соблюдением всех санитарных требований. Как только дети приходят в школу, сотрудник службы безопасности проверяет им температуру, а тех, кто без маски, не пропускает. Далее ученики, соблюдая дистанцию, обрабатывают руки антисептиком. Для этого у входа и в каждом блоке установлены санитайзеры. Уроки длятся 20 минут. В каждом классе по 15 учеников, и сидят они в шахматном порядке. Соблюдаются все нормы, требования санэпидемстанции, обрабатываются парты, моется пол, все поверхности мебели хлорной известью, проветривается во время перемены. Класс вышел на прогулку, на перемену. В этот же момент, естественно, соблюдается режим проветривания. Теперь, начиная с 6 октября, в традиционном формате начнут обучаться дети со 2 по 6 класс. Так, школы с охватом до 200 детей будут учиться согласно расписанию и учебному плану. В школах, где количество детей превышает 350 учеников, будут учиться по гибкому графику. Уроки и перемены в отдельных классах будут установлены по-разному. К примеру, для 1-2 классов уроки начнутся в 8 утра, для 3 и 4 классов – в 8:30. А если количество детей будет больше 500, то ученики 1, 2 и 3 классов будут учиться в первую смену, остальные – во вторую. Также будет введен график посещения столовой. Буква Р. 500 жана 500ден жогору болсо 2 сааттан кем эмес интервалы менен. В школах, где количество детей превышает 500 человек, будет организована смена обучения по интервалу 2 часа. По этому решению Министерство образования даст конкретные направления работы согласно рекомендациям Минздрава. Все это делается только для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Наряду с этим мы хотим дать молодому поколению достойное обучение. В целях предотвращения заражения детей коронавирусом разработан специальный алгоритм, согласно которому ученикам и их родителям, учителям и директорам школы прописаны отдельные требования. Так, родители должны обеспечивать детей масками, антисептиками и должны привозить и забирать детей со школы. А директора должны обеспечить санитайзерами и должны вести контроль над соблюдением всех санитарных требований. В алгоритм входят самые необходимые требования для школы. Это касается входного фильтра, соблюдание санитарно-гигиенических режимов в школе, это дистанционное расстояние учащихся, обеспечение средствами, обработка, проветривание, ношение масок учителей, преподавательского состава. По словам главы правительства, будут применены новые методы в учебе. К примеру, учитывая климатические условия, некоторые уроки будут проводиться на природе. К примеру, родиноведение. Уроки по воспитанию, физкультуру рекомендуется проводить на улице. Наряду с этим введены и запреты. К примеру, нельзя проводить культурно-массовые мероприятия. Мы думаем, что учителя могут проводить уроки на природе, потому что на улице чистый воздух, это положительно будет способствовать здоровью детей, а также мы ввели запреты. К примеру, родителям и другим лицам запрещается входить в здание школы. Также запрещено проведение массовых мероприятий. За здоровьем учителей и учеников будут следить медицинские сотрудники. Если же в школах будут выявлены случаи заражения коронавирусом детей, будет рассматриваться вопрос о их переводе на онлайн-обучение. А пока до возобновления учебного процесса все помещения школы будут продезинфицированы с использованием концентратов в определенном количестве. Калия Душибаева, Айсулу Асанова, Чонгыстан Алпеков, ЛТР, Бишкек.